О самых заметных событиях четверга, 11 мая, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Помощник президента России Максим Орешкин работает в Якутии. Гостю показали разработки якутских айтишников. Основная цель визита – это мастер-планы Нерюнгри и Якутска. На трое суток раньше средних многолетних значений река Лена вскрылась в этом году на территории республики, где сегодня наблюдают ледоход и когда он достигнет Якутска. ГИБДД в Нерюнгри проверяет состояние улично-дорожной сети. Мониторинг дорог ведется круглый год. Расскажем подробности. Поэтический сборник бойца спецоперации Анатолия Храмова презентовали в Якутске. Издание книги стало возможным при участии Министерства культуры Республики. Хочешь быть здоровым? Приходи на зарядку. Для поддержания здоровья и привлечения якутян к регулярным занятиям физкультурой начались традиционные утренние зарядки. В Якутске работает помощник президента России Максим Орешкин. Гость ознакомился с деятельностью штаба цифровой трансформации, а также с проектами резидентов IT-парка Якутска и креативного кластера «Квартал труда». Отмечу, что многие проекты, представленные помощнику президента сегодня, успешно реализуются не только в Якутии, но и за ее пределами. Также Орешкин провел совещание по реализации мастер-планов Якутской и Нерюнгри. Защита мастер-планов городов республики перед Владимиром Путиным пройдет в этом году. Идет важный этап доработки, согласования с различными ведомствами, определения точных параметров. Поэтому сегодня было такое в большей степени техническое совещание. Мы все объекты прошли, посмотрели, где какие еще нерешенные вопросы остаются. Но уже мы на финальном пути подготовки презентации этого комплексного проекта. Отметим, что в мастер-план столицы региона вошли мероприятия по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда. Так, до 2030 года во втором, четвертом и 17 кварталах Якутска планируют снести 161 многоквартирный дом и построить новый микрорайон «Спортивный». На их месте возведут 46 домов, 2 детских сада, 2 школы и спорткомплекс. Жилье в новых домах получит 17,5 тысяч человек. Безусловно, задача расселения деревянного аварийного жилого фонда – это одна из главных задач, которую мы должны в городе Якутске решить. Конечно же, 17-й квартал, так называемый 17-й квартал, там 2-й, 4-й, 17-й кварталы – это место наибольшей концентрации сегодня аварийного жилого фонда. Вместе с тем, по уже программам развития Дальнего Востока, по программам выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов регионам через облигации Дом РФ, сейчас республика уже началась серьезная работа по комплексному развитию данных территорий. На трое суток раньше средних многолетних значений река Лена вскрылась в этом году на территории Якутии, сообщает МЧС России по региону. Активная фаза ледохода проходит территорию Ленского района и Иркутской области. Нижняя кромка наблюдается в районе поселка Витим Ленского района. Верхняя кромка у поселка Визерный, что в 120 километрах от границы с Якутией. Уровень воды у Ленска 539 сантиметров, при критическом 950. На средней Лене и ее притоках продолжается повышение уровней воды. В соответствии с прогнозом Якутского управления гидрометеослужбы, вскрытие реки на участке Табага-Якутск-Кангалас ожидается с 16 по 19 мая. У нас уровни при вскрытии в районе поста Витим были на 1,8 метров выше многолетней нормы. В районе города Ленска мы ожидаем в пределах средних значений. И больших высоких уровней не ожидаем. Но, конечно, образование заторов никто не отменял. Все будет зависеть от погодных условий в период вскрытия. Вот сейчас в ближайшие сутки ожидаются ночные температуры все-таки минусовые, до -3, -5 градусов. Такая температура может спровоцировать образование заторов, соответственно, может быть повышение уровня воды и потопление пониженных участков рельефа местности. За прошедшие сутки размыв дороги произошел на 10-м километре региональной дороги Лючинская. На месте размыва работают специалисты. Также ведутся восстановительные работы по ранее размытым участкам автодорог Кобяй и Битюнь.
Установка водопропускной трубы ведется по дороге Мюрю, по трассе Устье-Кельпиндяе в Сунтарском районе. Дополнительные трубы установлены. Сегодня там снова началось движение транспорта. В Кобейском районе в селах Чагда и Сите затопленные участки дорог. По 9 улицам аварийные работы начнутся после спада воды. Глава республики Эйсен Николаев поручил пересмотреть проектные решения в местах разрыва и увеличить пропускную способность путем установок дополнительных труб и мостов. По муниципальным дорогам у нас на сегодня, как уже ранее говорили, это по Горному району 2 участка, Ортосур-Кептин, Бердигистяр-Дикимде. По Намскому району 3 участка у нас, Намсы-Иргулёх, Имьяхтах-Тонгбос и Намсы-Конгорби. Вот эти участки на сегодня у нас вот еще уровень воды высокий, поэтому после спада уровня воды будут проведены аварийно-восстановительные работы. В конце апреля у дорожных служб закончился осенне-зимний период обслуживания автодорог и сразу же начался весенне-летний. Какие работы выполняют в это время на дорогах Якутии, узнал Александр Хавренко. После долгой зимы все требует обновления, в том числе и дороги. С начала мая дорожники переходят на весенне-летнее обслуживание автодорог. Обновляют разметку, моют ограждения, заделывают трещины. В ведении у Продурвилюй находится более 3000 километров автодорог, и все они после зимы нуждаются в обновлении. Основная наша задача – обеспечить безопасный, комфортный проезд по сети федеральных дорог нашей республики. Очистка покрытия, уборка мусора, заливка трещин, выполнение ямочного ремонта, нанесение горизонтальной разметки, а также мойка дорожного ограждения и дорожных знаков. В первую очередь на дороге при помощи горячего битума заделываются трещины. Делается это в первую очередь для того, чтобы дорожное полотно было более ровным, а во-вторых, чтобы через эти трещины под дорожное полотно не попала вода и не размывала грунт. С 1 мая мы начали работу, и у нас 90 километров. Вот все 90 километров мы должны закончить до 15 мая ориентировочно. Перед началом работ продувается воздухом все трещины, а потом обрабатывается вот этим битумом. Также важно очистить от грязи и пыли дорожные знаки и мостовые ограждения и обновить дорожную разметку. И наносится дорожная краска разметочная «Спринт». Это производство Белоруссии. Потом за ней сразу же под давлением наносятся микростеклошарики для световозвращения в темное время суток. Также дорожники следят за паводковой обстановкой. На особо опасных участках, где есть вероятность подъема воды и размыва дорожного полотна, в период паводка ведется круглосуточное дежурство и заготовлены материалы для предотвращения и быстрого восстановления дороги в случае ее размыва. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Дрон для доставки продуктов в Арктику создали в Якутии. Специальный дрон с грузоподъемностью до тонны и дальностью полета около 1000 километров создали в местном конструкторском бюро по заданию якутских властей. Предполагается, что подобные аппараты можно использовать для доставки продуктов в отдаленные пункты, в том числе арктические. Для комплексного развития арктических территорий, по мнению сенаторов, предстоит решить целый ряд организационных, управленческих и правовых задач. Для этого профильным комитетам Госдумы и Совета Федерации предложено уделять приоритетное внимание инициативам, связанным с регулированием завоза продукции в районы Крайнего Севера. Тем временем ГИБДД в Нерюнгри проверяет состояние улично-дорожной сети. Мониторинг дорог ведется круглый год. Согласно статистике, неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия является причиной трети всех дорожно-транспортных происшествий, продолжит Ирина Жданова. По требованиям ГОСТа проезжая часть должна быть без ям, с ровным асфальтобетонным покрытием. На практике же дело обстоит иначе. С наступлением летнего периода в начале мая сотрудники госавтоинспекции проводят осмотр улично-дорожной сети. Выявляют недостатки, такие как выбоины, просадки, несвоевременное нанесение дорожной разметки, потеря дорожных знаков. Если данные недостатки не будут устранены в течение месяца, в отношении организаций, владеющих данными дорогами, будет назначено проведение проверки.
в рамках данной проверки собственник дорог будет привлечен к административной ответственности. Замеры фиксации производятся с помощью специальной дорожной рейки. Затем данные отправляются в эксплуатирующую организацию для устранения недостатков. На ямы дается 7 дней. На горизонтальную дорожную разметку и пешеходные переходы – 30 суток. В этом году у нас заканчиваются уже контрактные процедуры 10 мая, по которым будут определены подрядчики, которые будут у нас в этом году делать наши замечательные дороги. В принципе, мы понимаем, что это будет совсем другой метод. Это будет метод вырезки фрезой и инфракрасным излучением разогрев ямки и заполнения новым асфальтным покрытием. Этот метод зарекомендовал себя хорошо в поселке Чурман, Бергаки, то есть эти латки держатся на протяжении 2-3 лет. Таким методом мы и пойдем. Сейчас после оттайки, я думаю, что до ближайшие уже 2 недели начнется работа. Жалобы на состояние дорог от жителей города поступают в летний и зимний период. Все они отрабатываются, так как и дорожные, и коммунальные службы заинтересованы в том, чтобы улицы были в надлежащем состоянии. Ведь недостатки в содержании дорог могут стать причиной аварий, нанести вред как автомобилям, так и жизни и здоровью участникам дорожного движения. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Пожароопасный сезон в Центральной Якутии начнется завтра, 12 мая. Об этом сообщил Дмитрий Садовников в ходе оперштаба. По словам первого вице-премьера, уже появились первые термические точки, которые могут привести к ландшафтным пожарам. С 1 мая зафиксировали 44 термоточки в Усть-Майском, Меган-Кангаласском, Намском, Мирнинском, Ленском районах. В Усть-Майском районе термоточка находится в 5 километрах от села Ежанцы. Завтра по всей Центральной Якутии и в Усть-Майском районе открывается пожароопасный сезон. Несмотря на запрет проведения сельхозпалов, мы подозреваем, что все же некоторые люди не выполняют требования закона и производят сельхозпал. Сегодня, исходя из этих соображений, мы вводим этот режим. И с начала ввода этого режима будем патрулировать, выявлять нарушителей. Департамент охотничьего хозяйства республики проводит рейды, где выявляют нарушения правил весенней охоты. Профилактический рейд проводят с целью пресечь незаконное владение огнестрельным оружием. Проверяли все необходимые документы, а также отсутствие нарушений при отстреле дичи. Напомним, во время весенней и осенней охоты категорически запрещается использование звуковых имитаторов голосов уток и гусей, владение оружием без документов, а также передача ружья третьим лицам. Целью этих мероприятий является, во-первых, профилактика в предпожарный сезон. Сейчас вот снег сходит с полей, сильные ветра, поэтому есть опасность, то, что пойдут сельхозпалы и, соответственно, есть угроза возникновения пожаров. Ну и вторая, значит, это профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил и сроков охоты при производстве охоты на водоплавающую дичь. Подготовка к летним каникулам продолжается. С мая идет запись в летние лагеря для детей. И также родители могут подать заявку в письменном виде. Например, на сегодняшний день в лагерь «Энергетик» и круглогодичный оздоровительный центр «Сосновый Бор» поступило более 900 заявок. Также проверяют санитарные условия и безопасность мест для отдыха детей. Этим летом планируют охватить 43 тысячи детей. Полезным отдыхом откроют более 500 лагерей. Из них 80% – это места с дневным пребыванием. Также в связи с годом труда много ребят совместят полезную работу с летним отдыхом. В этом году у нас запись принимаем мы через госуслуги. Там в разделе «Отдых детей в каникулярное время» родители могут записать своих детей во все лагеря республики. Для записи документы не нужны, они просто заявку отправляют. В этом году стоимость путевки 43 тысячи, субсидия 15 тысяч. Более 1000 детей и участников спецоперации освобождены от платы за посещение детских дошкольных образовательных организаций. По линии Минобра республики продолжают оказывать меры поддержки участникам СВО и их детям. С 1 мая записи и прием документов в оздоровительные детские лагеря производится на едином портале государственных услуг. Продолжается выплата повышенных стипендий учащимся высших и средних учебных заведений. Также заключает договоры на целевое обучение за счет средств бюджета республики.
Поэтический сборник бойца спецоперации Анатолия Храмова уроженцы села Жиганск презентовали в Якутске. Издание книги стало возможным при участии Министерства культуры республики. Подробнее о военном поэте в материале Галины Чекуровой. Анатолий Храмов окончил Жиганскую школу в 2011 году, а в 2015 Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Интерес к написанию стихов начался еще в школьные годы. Сам Анатолий вспоминает, что, сидя за последней партой, сочиняя короткие стихи, он бы никогда не подумал, что в будущем будет выпущена целая книга с его произведениями. На задней странице тетрадки что-нибудь там написывал, какие-то такие веселые, интересные вещи, стихотворения. Но это было как несерьезно немножечко, я так профессионально об этом не думал. Да и сейчас тоже, в принципе, просто массово начал писать после ранения в госпитале. Но у меня, получается, появилось просто больше времени. Получив ранение в зоне спецоперации, Анатолий был направлен на лечение в госпиталь, где он написал около 80 стихотворений. Все они написаны и вдохновлены военной тематикой, о боевых товарищах, о семье, которая ждет его на родине, о том, через что проходят бойцы на территории СВО. Сейчас, конечно, много темы касательно специальной военной операции в целом, но не напрямую, а больше, наверное, то, что, о чем думалось, какие мысли были. Это, например, близкие, разлука с близкими, это дети, это жены, это то, что разлука, которую нужно переждать, перебороть, верить, главное, и тогда все будет. Ну и, конечно, посвященная ребятам, с которыми вместе приходилось выполнять задачи. Наверное, вот это в первую очередь. Идея выпустить книгу была предложена министром культуры республики Юрием Куприяновым, который в очередной раз поехал в госпиталь для встречи с ранеными бойцами. Там Анатолий прочитал ему свои произведения. Всего первый тираж составил 200 книг, но автор уверен, что его стихотворения найдут отклик в сердцах людей. Там у нас был концерт такой для раненых небольшой. Ребята, пришли творческая группа, какой-то коллектив из Питера, города Пушкина. Они такие: давай, а можно мы прочитаем стихотворение? И вот они тогда прочитали перед ранеными. Я конечно, это очень, чувствую очень, они под музыку все. Да не только то, что я главное, а то, что ребята, увидел, что ребята плачут. Я так подумал, что все-таки действительно это вот дело, оказывается, нужное, оно доходит до людей. Может быть, я кому-то даже чем-то, это может кому-то близкое, кто-то себя увидит в нем, может быть, и оно может даже поможет кому-то. Сейчас Анатолий Храмов вернулся на родину в отпуск, где в честь него провели торжественную презентацию. На мероприятии представители правительства поделились своими впечатлениями от книги, а также прочитали для зрителей стихотворения Анатолия, которые нашли отклик в их сердцах. Если муж твой и брат, в руки взяв автомат, в камуфляж не спеша облачился, не спеши бить в набат, не спеши бить в набат. Он мужчина, его час случился. Если солнечным днем или ночью с дождем он рюкзак свой за спину закинет, ты скажи: подождем всей семьей, подождем. Эта книга очень нужна, это лейтенантская поэзия, это проза лейтенантская, поэтому мы должны знать правду о войне, а правда специальной военной операции. И сегодня очень много молодежи, которая сегодня услышит это, и книга сама будет рассказывать, потому что никакими историческими большими книгами это невозможно довести, а стихи это доводят прямо до сердца очень быстро. Выпущенная книга – это не просто сборник стихотворений, а возможность обычным людям понять, через что приходится проходить российским бойцам. И, как отметил автор, каждое название прочитают по-своему – «Дорогой жизни» или «Дорогой жизни». Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Языковое богатство России в Якутске стартовал всероссийский фестиваль. Мероприятие инициировали федеральный проект родных языков народов России и флагманская площадка проекта госпитальных школ «Учим, знаем» с города Москвы. Сегодня в стране более 60 региональных площадок, на которых обучаются свыше 7 тысяч детей. Госпитальные педагоги знают о том, как важно для ребенка, находящегося на длительном лечении вдали от дома, обучаться на родном языке, знать культуру и традиции. Языковой фестиваль проводится в течение года. Туда войдут конкурсы и публичные выступления.
России примерно около 300 тысяч детей находятся на длительном лечении. Это дети, которые не посещают родные школы в силу тяжелого заболевания больше полугода. И сегодняшний фестиваль, а будут подключены ребята из разных площадок проекта «Учим, знаем». Начинаем мы с Дальнего Востока, но сегодня будет связь и с Москвой, и с другими регионами нашей страны. Она еще раз дает даже этим ребятам понимание, что они не одни, что их поддерживает большое количество людей. И, конечно, их ждут их одноклассники, близкие, родные, чтобы они поскорее победили болезнь и вернулись к своим близким. И о спорте. Для поддержания здоровья и привлечения якутян к регулярным занятиям физкультурой начались традиционные утренние зарядки. Сегодня был дан торжественный старт на площади Победы. Подробности в материале Полины Долинской. О пользе утренней зарядки известно давно. Специалисты отмечают, что она оказывает комплексное воздействие на организм, активирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, заряжает энергией на весь день. И многие, кто уже успел почувствовать на себе благотворное влияние зарядки, стали большими поклонниками спортивного образа жизни. И с каждым годом единомышленников становится все больше. Но это помогает людям, люди собираются, людям помогает. И целый день появляется хорошее настроение. Ну, все знают, что движение – это жизнь. Каждым годом людей становится все больше. Мы в прошлом году тоже снимали, до этого тоже снимали, поэтому все видно. По отчетам тоже видно, что люди уже понимают, что это помогает, поэтому их больше и больше становится. Холодное обливание, скандинавская ходьба, утренняя физкультура, ежедневные ритуалы Ираиды Им. Физическая активность жизни нашей героини появилась еще в студенческие годы. И вот уже более 50 лет она не изменяет своим привычкам. Наверное, когда я в ЕГУ училась, в университете я училась 69 по 74 год, там у нас физкультура была. Еще юный стадион еще не загороженный был. Мы еще на лыжах до Сергеляха зачетинг сдавали. С тех пор. А потом в ЕГУ единственный лагерь был, да? ЕГУ спортивный лагерь под Чучурмураном был, палатка. Мы там жили, и Юрий Винокуров, молодой преподаватель, был. Единственный ЕГУ лагерь. С тех пор спорт в моей жизни. То, с чего начинается наше пробуждение – открытие глаз, поворот головы – все это движение. А как известно, движение – это жизнь, считает Владимир Индигирский. И чем раньше он появится в жизни каждого, тем лучше. Также Владимир отмечает, что необходимо начинать с семьи, и родитель должен быть хорошим примером для своего ребенка. Она очень у нас продуктивная. Дело в том, что мне кажется, что это все зависит от семьи. Если папа, если мама очень хотят, чтобы их ребенок был здоровый, а следовательно, семья была здоровая, они показывают пример от того, что даже говорят о том, что перед ужином: ну-ка, мальчик мой, завтра давай-ка мы встанем с тобой. И уже начинается какая-то мотивация, и потихонечку втягивается все. Так что все только начинается. А у студентов педагогического института этим утром первой парой была физкультура. Поэтому они с удовольствием провели занятия на открытом воздухе. Несмотря на ранний подъем, явка была 100%. Сейчас достаточно модно заниматься спортом, потому что нынешняя молодежь, она стремится поддерживать здоровый образ жизни. Спорт влияет на то, чтобы собраться, стать намного сильнее, быть упорным и целеустремленным. Начни утро с победы над собой. Под таким девизом был дан старт массовым занятиям физкультурой на всех площадях республики. В столице региона тренировка символично прошла на площади Победы, в которой приняли участие более 140 человек. Пенсионеры, студенты и все любители здорового образа жизни. Полина Долинская, Иван Сорокаумов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.